Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Сегодня Азербайджан является ведущей страной региона Южного Кавказа, страной, активно интегрирующей в евроатлантическое сообщество, занимающей свое достойное место на евразийском пространстве, мусульманском мире в частности. Также является флагманом тюркского мира, в котором консолидированы все стратегические элементы межэтнического, международного, межгосударственного, межрелигиозного и межкультурного взаимодействия. И поэтому неудивительно, что Азербайджан за последние 2 года смог упрочить свои связи с такими тюркскими государствами, как Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан, доведя эти отношения до уровня стратегического партнерства. Отношения Азербайджана со всеми тюркскими государствами всегда были образцовыми, но взаимодействие, глобализация, а также глобальные этнополитические процессы, затрагивающие практически все страны мира, инициируют пересмотр и обновление существующих отношений в интересах каждой из сторон. Отношения Азербайджана с Кыргызстаном в этом смысле не составляет исключения. 11 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев совершил госвизит в Кыргызскую республику, где в международном аэропорту Манас главу Азербайджана встретил лично президент Кыргызстана Садыр Джапаров. Эта церемония встречи уже сама по себе была знаковой. Если учесть программу визита Ильхама Алиева и проведенные мероприятия с его участием, то этот визит можно считать историческим. Безусловно, в рамках визита были соблюдены все протокольные формальности и церемонии, включая почетный караул, посещение национального историко-мемориального комплекса Атабии в Бишкеке, что еще раз подчеркнуло высокий уровень государственных взаимоотношений. В рамках визита главы Азербайджана в Бишкек между сторонами был подписан целый ряд документов, и с участием президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Кыргызской республики Садыра Джапарова состоялось первое заседание Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе. В ходе заседания президент Ильхам Алиев заявил: «Динамика наших отношений говорит о том, что мы настроены наращивать потенциал взаимного сотрудничества. Во время вашего официального визита в Азербайджан была подписана декларация о стратегическом партнерстве между нашими странами, которая подняла на более высокий уровень наши связи. Уверен, что по итогам моего визита также будут достигнуты договоренности, которые будут способствовать углублению сотрудничества по многим сферам». Потенциал сторон дает возможность еще больше углубить отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном и выйти на новые горизонты всестороннего сотрудничества. Конечно, отношения между странами не ограничиваются взаимовыгодными экономическими связями. Существует огромный социально-гуманитарный спектр, который только начинает осваиваться. И есть большая уверенность в том, что он принесет свои дивиденды, укрепит международные связи и станет новой базой для совместной деятельности в этой сфере. По этому поводу Ильхам Алиев отметил: «Особую благодарность я хотел бы выразить вам за уважение к памяти основоположника азербайджанского государства Гейдара Алиева. Его именем названа одна из больших школ Бишкека. Также, как вы отметили, были открыты парк кыргызско-азербайджанской дружбы, школа имени Низами Гендживи. Все эти знаковые моменты нашего сотрудничества, конечно же, вызывают глубокую благодарность азербайджанского народа и свидетельствуют о братском характере наших отношений. Я уверен, что и дальше мы будем сотрудничать эффективно, отношения между странами будут развиваться динамично». Затем с участием президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Кыргызской республики Садыра Джапарова в Бишкеке состоялось первое заседание Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе, на котором Ильхам Алиев заявил: «Сегодня тюркский мир обретает новый потенциал, и Азербайджан и Кыргызстан активно вносят вклад в укрепление братских отношений между тюркоязычными государствами. Саммит, который пройдет в следующем месяце, думаю, будет еще одним шагом в деле укрепления нашего единства. Мы должны быть ближе к своим корням, должны опираться на свои традиции, на заветы предков, хранить и оберегать уникальную культуру наших народов с тем, чтобы всегда идти по пути независимости и национального достоинства». Уже полгода, как Азербайджан и Кыргызстан официально являются стратегическими партнерами. Во время визита президента Кыргызстана в Баку была подписана соответствующая декларация, закрепившая это партнерство, которое успешно развивается. Глава государства на заседании отметил, что стороны будут наполнять ее еще более конкретным содержанием. Думаю, что решение о создании совместного инвестиционного фонда является одним из таких факторов. Мы уже говорили о том, что ждем конкретных предложений по деятельности фонда, по направлениям приложения его капиталовложений с тем, чтобы, не теряя времени, побыстрее внести вклад в увеличение товарооборота. Я согласен с вашей оценкой. Накануне визита ознакомился с материалами двусторонних отношений и, конечно, увидел, что товарооборот между нашими странами, можно сказать, символический, но есть хорошие возможности. Те реформы, которые проводятся в Кыргызстане, уверен, будут способствовать стремительному экономическому росту и созданию новых возможностей для бизнеса и для иностранных инвесторов.
Азербайджан уже многие годы является инвестором для дружественных стран, и наши инвестиции всегда помогали и сегодня помогают делу укрепления сотрудничества со странами, куда мы вкладываем средства, и служат взаимным интересам. Они создают рабочие места, предлагают новые возможности для развития бизнеса. В этом аспекте создание совместного фонда является одним из важных результатов визита главы государства в Бишкек. Следует отметить, что проведение впервые Межгосударственного совета способствовало структурированию отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном под эгидой Межгосударственного совета с тем, чтобы придать им большую динамику и иметь больше возможностей для контроля над принятием соответствующих решений, в том числе и в рамках торгово-экономической деятельности. Кстати, заседание Межправкомиссии относительно недавно состоялось в Баку и в следующем году состоится в Бишкеке. Межгосударственный совет, Межправкомиссия – это те механизмы, которые будут постоянно позволять держать руку на пульсе и видеть, что должны сделать стороны, чтобы выйти к тем целям, которые были намечены во время официальных встреч. Анализируя государственный визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан, встречи и мероприятия, которые прошли на самом высоком уровне, вырисовывается новая картина межгосударственных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, которые еще больше укрепят связи между тюркскими государствами и станут плодотворной почвой для широкомасштабных межрегиональных и межконтинентальных проектов, нацеленных на устойчивое развитие каждой страны, участницы проектов. А также хотел бы в конце своего выступления пригласить преподавателей и учеников школы имени Гейдара Алиева и школы имени Низами Генджави посетить Азербайджан. Соответствующие инструкции мною сейчас даются. На ближайшие каникулы я вас приглашаю, мы организуем ваш приезд, ваше пребывание в Баку, и если будет желание в других местах Азербайджана. И в целом, я думаю, что надо уже сейчас начать работу по созданию таких отношений, контактов между нашими средними учебными заведениями. Это будет воспитывать нашу молодежь в духе сотрудничества, братства, дружбы. Это будет нас взаимно обогащать. Еще раз благодарю за сегодняшний прекрасный подарок всему азербайджанскому народу и желаю братскому народу Кыргызстана мира, благополучия. Спасибо. Бьется в сердце моем. Сюда зовут меня родные облака. Здесь мне дарят свет улыбки друзей, как звездочки глаза у детей. И свежий вечер с гор покажет свой простор. Я пою эту песню тебе. Живи, родной Азербайджан, ты всегда греешь сердце мне. Я с тобой на одной волне, вновь пою о тебе.
обойдут тебя все беды стороной. И я знаю одно, эту песню пою я тебе. Я шагом Азербайджан, kalbimde canımda yaşa, güneşli bir hayat yaşa, o benim yanımda. Yaşadım Azerbaycan, her zaman gönlümde yaşa, uzakta da olsam eğer, gönlümde yaşa. Ты всегда греешь сердце мне, я с тобой на одной волне. Азербайджан. Впервые Азербайджан приобрел независимость 28 мая 1918 года, провозгласив Азербайджанскую демократическую республику, которая просуществовала всего 23 месяца. Независимость была восстановлена спустя 91 лет, в 1991 году, 18 октября, принятием акта о независимости. Добро пожаловать в Азербайджан! Страну огней и жемчужину Кавказа, в края, где восточный колорит составляет удивительный симбиоз с западным прогрессом. Азербайджан – это уникальная природа, неповторимая культура, многовековая история со своими обычаями и традициями, изысканная кухня, которая удовлетворит ожидания самого взыскательного гурмана, и, наконец, это кавказское дружелюбие и гостеприимство. Азербайджан находится в восточной части Южного Кавказа на побережье Каспийского моря. Население страны насчитывает около 10 миллионов человек, территория 86 600 квадратных километров. По обоим этим показателям Азербайджан является крупнейшей страной Южного Кавказа. Баку – столица и самый крупный город страны. Национальный язык – азербайджанский. В обиходе также часто используется русский язык. Молодое поколение в своем большинстве владеет и английским.
Азербайджан граничит с Ираном, Турцией, Россией, Грузией и Арменией. Восточные границы Азербайджана омывает Каспийское море. Являвшийся частью Великого Шелкового пути и находящийся на пересечении геополитических, экономических и культурных интересов многих наций и цивилизаций, Азербайджан издревле вызывал интерес у великих умов, ученых, путешественников и историков. Упоминания об удивительной земле встречаются в античных письменах Геродота, Страбона и Клавдия Птолемея. Азербайджан – это удивительное историческое и культурное наследие с более чем 7500 природных, археологических, архитектурных и исторических памятников. Наскальные рисунки в Габустане, мавзолей Момине-Хатун и Гарабаглар, дворец шекинских ханов, Девичья башня, украшенные блистательными миниатюрами, средневековые рукописные книги, старинные ковры, произведения литературы, живописи и скульптуры – это лишь малая часть этого бесценного наследия. Азербайджан часто называют страной огней. Известно, что большая часть населения, проживающего на этой территории еще до нашей эры, являлась огнепоклонниками. С тех времен на территории страны сохранились древнейшие свидетельства, наскальные рисунки, статуи божеств и древние храмы. Одним из самых ярких доказательств этого наследия являются храм огнепоклонников Атешгях в Сурахане, что вблизи Баку, и Янардак, что в переводе означает «горящая гора». По легенде, храм Атешгях был построен индийскими огнепоклонниками, которые прибыли в эти земли, узнав о вечно пылающем огне, вырывающемся из недр земли. Эти места веками считались священными и в разное время почитались последователями зороастризма, индуистами и сикхами. Огненная риторика, передававшаяся из поколения в поколение, находила свое отражение во множестве творений азербайджанских мастеров на протяжении веков, но своего апогея достигла совсем недавно. Огненные башни Flame Towers, построенные в Баку и за короткий период ставшие визитной карточкой столицы, являются данью истории, а также олицетворяют символ нового Азербайджана, молодого, амбициозного государства, нацеленного на прогресс и развитие, но при этом не забывающего о своих истоках. Лидером Южно-Кавказского региона сегодня по праву считается Азербайджан. Страну, занимающую достойное место на международной арене и пользующуюся большим авторитетом в мире. Баку совместно с Тбилиси и Анкарой реализует крупные транспортные и энергетические проекты.
Азербайджан – это та страна, которая на мусульманском Востоке первая создала демократическую республику, первая создала демократический парламент, первая дала право женщинам голосовать. То есть традиции современности и просвещенности в нашей стране имеют глубокие корни. И вот это та база, на которой мы строим современное государство. Ильхам Гейдар Аглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку. В 1982 году окончил Московский государственный институт международных отношений. С 1994 по 2003 год вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджанской республики. С 4 августа 2003 года премьер-министр страны. 15 октября 2003 года избран президентом Азербайджанской республики. Я бывал в Азербайджане и был сопредседателем межправительственной комиссии Кыргызстан-Азербайджан. С азербайджанской стороны был первый вице-премьер-министр, тоже Июбов Егуб Абдулляевич. И мне довелось побывать и в Баку, в солнечном Баку, и с нашим уважаемым президентом Кыргызской республики. Вот меня, честно говоря, поразило развитие Азербайджана постсоветского. Я не ожидал. Баку сегодня совершенно другой европейский город. И сразу видно, как развивается Азербайджан. Я думаю, это заслуга руководства республики Азербайджан. Они достигли очень многого в развитии Азербайджана. Я даже беседовал простым населением, тоже мне довелось с ним побеседовать. И я увидел, как они очень уважают свое правительство, свое руководство страны. И больших достижений, очень большой прогресс в Республике Азербайджан. И в целом в регионе, в Кавказском регионе тоже я увидел, как Азербайджан, как развивается Азербайджан. Я думаю, Азербайджан сделает еще больше скачок в развитии, и вообще в целом у него будет такое место в мире. Что вам больше всего запомнилось в Баку? Мне запомнилось, город преобразился, стал таким современным городом. Потом мне еще понравилось очень, когда я побеседовал с молодыми азербайджанцами, ребятами. У них образованные очень ребята, которые получили в престижных университетах мира, даже они получили образование. И то, что идет развитие во всех сферах экономики, я увидел это. Потом мне, честно, очень сильно понравился, который вдоль Каспия построили парк. Да, парк построили, я там тоже прогулялся. А национальный? Мне потом сказали, что это дальше еще продолжится, что это 25 километров, сколько-то километров будут. И тогда еще они заканчивали строительство зала для проведения Евровидения. Это было в 2012 году. Это. А вы проведали национальную кухню азербайджанскую? Естественно, как. Да, очень понравилось мне там. И мы в азербайджанский старый город ходили, где знаменитый фильм снимали. Да. Мы там и покушали. Потом были в официальных приемах главы государства. Там тоже понравилось очень. Кухня тоже. И мы единый народ, в принципе, единый, да, то, что братское государство Азербайджан. Поэтому я пожелаю всем азербайджанцам дальнейшего развития, мира, согласия. А вы в дальнейшем, как вы видите, азербайджанские, кыргызстанские отношения? Азербайджанско-кыргызстанские отношения, это братские народы, как я сказал. В рамках, мы проводили тоже саммит тюркоязычных государств, в рамках этой организации. У нас, я думаю, еще вижу, что дальнейшее укрепление дружественных отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном. Ильхам Алиев. Я с ним тоже встречался в свое время. Он в Москве закончил. У него школа большая, опыт большой. Я думаю, что как президентом он стал, много чего сделал для Азербайджанской республики. Мы были в Баку. Баку как изменился последние 15-20 лет. И мы были удивлены, потому что дороги, объекты, особенно общий вид Баку,
как будто в Европе находится, да? Такой чистота, порядок. Я думаю, это результат работы лидера Алиевича, сына. Меня, например, радует, что сейчас работает президентом Ильхам Алиев. Его отец работал с моим отцом. Мой отец Абсамат Мусалич тоже был первым секретарем Центрального комитета Компартии Киргизии. Но в силу исторических событий он не стал президентом страны. Но он почет уважения. Я знаю, что Ильхам Алиев, я его лично не знаю, но он, будучи сыном руководителя республики, получил достойное воспитание. И поэтому, видимо, народ Азербайджана уже не в первый раз избирает его руководителем страны. Я хотел бы пожелать народу Азербайджана успеха. Я надеюсь, что будет возможность когда-то побывать в Азербайджане. Я надеюсь, что дружба это гораздо более ценная. Хотелось бы, чтобы наши отношения Кыргызстана и Азербайджана тоже поднялись на новую волну. Хотя у нас нет общих границ, но у нас есть одна хотя бы общность. Мы друг друга понимаем. У нас есть исторические, генетические общие корни. Хотелось бы, чтобы мы всегда радовались за успехи братских народов. За годы независимости братский азербайджанский народ занял свою нишу среди народов мира. Ильхам Алиев, потому что это стабильность, это благополучие, это устойчивое направление, это продолжение тех реформ, которые он проводит в Азербайджане. Вот. И, пользуясь случаем, пожелать всем благополучия. Самое главное, сейчас в мире нарастает турбулентность. Я хочу пожелать мира, спокойствия, чтобы был в каждом доме, в каждой семье был достаток. И каждый человек чувствовал себя защищенным и чувствовал, что государство, правительство этих стран, что они беспокоятся о каждом человеке. Her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Her okullar yurdudur, el obamız yurdumuz, kanımızla yazılır, zaferlere adımız. Yolumuza nur saçır, inamımız andımız, canımızdan azizdir, bize vatan torpağım. Yaşa var ol hey uçan, Azerbaycan bayrağım. Savaşlarda bükülmez er bileği er kolu, er kolu. Hoş sabaha gidilir yolumuz Heyder yolu, Heyder yolu. Sönmez onlar yurdunun galibiyet çırağı. Yaşa var ol hey uçan, hey uçan, Azerbaycan bayrağı. Mavi göller semalar, ay bizim, hilal bizim, al çiçekler getiren, zirve bizim, yal bizim. Geleceğe aparan yaşıl orman yol bizim. Ebedi istiklalım, üç renkli göy kuşağım. Yaşa var ol hey uçan, Azerbaycan bayrağım. Savaşlarda bükülmez er bileği er kolu, er kolu. Hoş sabaha gidilir yolumuz Heyder yolu,
В Анкаре состоялось открытие парка имени великого писателя, дипломата и общественного деятеля Чингиза Айтматова. В парке установлен бюст с цитатой Айтматова на постаменте «Самое трудное для человека каждый день – быть человеком». С поздравлениями в честь открытия парка имени великого писателя выступили посол Кубанычбек Умуралиев и мэр муниципалитета Чанкая Алпер Таждилен. В своем выступлении посол Кубанычбек Умуралиев отметил, что открытие парка в столице Турции в честь Айтматова и установка в нем бюста является не только ярким подтверждением глубокого уважения к писателю и памяти о нем, но и символизирует крепкие братские отношения народов Кыргызстана и Турции. Посол Умуралиев подчеркнул, что Чингиз Айтматов является фундаментальной личностью не только для кыргызского народа, но и для всего тюркского мира. В своем выступлении мэр Алпер Таждилен отметил важность личности Чингиза Айтматова для целого поколения граждан Турции, которые выросли на его произведениях и их экранизациях, выразил радость и гордость, что имя великого кыргызского писателя отныне связано с муниципалитетом Чанкая города Анкара. В торжественной церемонии приняли участие главы и представители дипмиссий иностранных государств, аккредитованных в Анкаре, представители министерств и ведомств, общественных организаций, научных кругов, бизнес-структур, СМИ, а также граждане Кыргызстана, проживающие в Анкаре. Посольство Кыргызстана в Азербайджане посетили молодые таланты Кыргызстана, поэт Бердибек Джемгырчиев и поэтесса Нуркыз Рыскул Кызы, которые приняли участие в фестивале в культурной столице Шуше, посвященном 190-летию знаменитой азербайджанской поэтессы, карабахской принцессы Натаван. Азербайджан шаарына келгенибиз 4-жыл болду. Biz buga чейин албетте Азербайжанды интернет булактарынан жана китептерден гана окубасак, жакындан көрө эле келек. Эми жакындан көрүп, башкача сезим, мен уккандан бир көргөн дегендей, башкача керемет белгилүү болуп атабыз. Азербайжан эли абдан маданияттуу, намыстуу эл экен. Баку шаары болсо абдан таза, маданияттын үлгүсүн көрсөтө турган шаарлардын бири экен. Тарихи жайларын ушундай бир тазалыкта, ушундай бир көркөмдүктө бузбай, сатуу ийбей сактап калышыптыр. Бул албетте биз үчүн дагы абдан ачылыш болду десек болот. Анан кече биз Шуша шаарында фестивалда болдук. Ал жерде ошол эки элдин согушун жакындан сездик десек болот. Ал жерде Тоолу Карабах, биз аны интернеттен көргөнбүз. Канчалап миңдеген трагедия, миңдеген адамдардын өлүмү менен коштолгон жерлерди өз көзүбүз менен көрдүк. Ал жерде биз фестивалда ошол Азербайжан Карабахка арналган, Шуша шаарына арналган ырларыбызды окуп бердик. Азербайжан элинин элитасы, ошол жердеги акын жазуучулары абдан жакшы бийик деңгээлде кабыл алышты. Азербайжан элинин маданиятын эстирип, Анар Керимов дагы өзүнүн абдан жакшы ой пикирин, жылуу пикирин айтты десек болот. Жана да Азербайжан акындарынын ошол трагедияга арналган ырларын уктук, алардын поэзияларын уктук, жакындан пикир алмаштык, жакындан көрдүк баардыгын. Жана дагы биздин чыгармачылыкка болгон бул зор эргүү, зор ачылыш болду. Кудай буйрса дагы келип, дагы чоң чыгармачылык кечелерде болобуз деген үмүттөрүбүз бар. Дагы чакырышты. Кудай буйрса биз кийин келгенде дагы жакшынакай чыгармалар менен, жакшынакай ырлар менен келип, дагы зор эргүүлөрдү тартуулайбыз деген ишенимибиз бар. Кыскасын айтканда бизге Азербайжан, Баку шаары өтө чоң эргүүлөрдү берди, өтө чоң идеяларды берди. Биз абдан ыраазыбыз. Султан Акимовичке, Султан Акимович Раевке, Түрксоюн жетекчиси, жана ушул жердеги Азербайжандын Кыргызстандын Азербайжандагы элчилигине анын элчиси Кайрат Осмоналиев агайыбызга дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Biz 4 günden beri Boğdoş Azerbaycan elinde meymanda жүрөбүз. Кечеги күнү Шуша шаарында өткөн эл аралык фестивалга катыштык. Кыргызстандан Бердибек Жангырчиев анан мындай келип, бул жака Шушага арналган Карабах элинин трагедиясына арналган ырларыбызды окуп бердик. Жалпы түрк мамлекеттердин акын жазуучулары жана ошондой эле Азербайжан элинин мемлекеттеги депутаттары катышкан жерде мейман болдук. Шуша шаары өзгөчө абасы таптаза болгон сонун жерде экен. Biz Şuşaga baratkanda жаңы салынган жеңиш жолу деген жол менен барып келдик.
Азербайжан туугандар ошол жолдун тарыхын бизге айтып берип келишти, абдан мактануу менен, сыймыктануу менен айтып атышты. Ушул башына түшкөн трагедия бул Азербайжан элин аябай биримдикке, ынтымактыкка чакырыптыр. Алар ата мекенди ушунчалык сүйүшөт экен, мекенчилик сезими күч экен. Жана ошондой эле менин кааларым деги эле бул дүйнөдө согуш болбосун, эч качан адамдар бирин бири өлтүрбөсүн. Анткени биз согуш күйгөн жерде, согуш болгон жерде болдук. Ошол жактагы үйлөрдүн бузулганын, ок тийген эстеликтерди көрдүк. Албетте мунун баарын көрүп жүрөгүм ооруйт. Мындан ары дүйнөдө эч качан согуш болбосун. Азербайжан эли өркүндөп өсө берсин. Бизге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берген жалпы Түрксой эл аралык уюмунун жетекчиси биздин агайыбыз Султан Аким Чыраевке жана ошондой эле Азербайжандагы кыргыз элчилигине анын жетекчиси Кайрат Медербекович Осмоналиевке терең ыраазычылык билдиребиз.